Это частенько, допустим, наткнуться на автобус, когда вот проходят последние секунды светофора. Это как бы же бытовуха. Да, в час пик очень бывает сложновато, люди очень сами спешат, ну я как бы сама спешу. Увидела бы город, я бы пошла пешком и прошлась по городу. Хочу это все самой визуально, ну каждой тропы. Вызывает затруднения это условия в транспорте, условия на дорогах. Это было в каких-то, наверное, подростковых таких отчаявшихся минутах в моей жизни, на эмоциях, можно сказать. Ну, невозможно же ответить, типа, почему именно ты. Живопись, на самом деле, да, в ней нет каких-то правильных углов, в ней нет каких-то стандартов. Живопись такова, какой мы ее видим, представляем и ощущаем. Ну, ощущаем в том числе и мы, вот 7 участников. «17-й квартал». В каждом выпуске мы знакомимся с участником, раскрывая интересную историю жизни и их представления о внешнем мире, которые они никогда не видели глазами, но чувствуют сердцем и руками передают все свое мировоззрение через живопись. «Я вижу сердцем». Всем привет! Вы смотрите выпуск номер 4, с вами Марика Амосова и Сахаяна, или Сахая? Сахая. Сахая, правильно. Привет. Привет, как у тебя фамилия? Данилова. Данилова Сахая, тебе сколько лет? Мне 23 года. Угу. Расскажи про себя. Ну, если рассказывать про себя вкратце, то нынче я закончила исторический факультет и сейчас обучаюсь на массажиста. Угу. Где такое обучение проходит? Такое обучение проходит в Житайском техникуме, где вот уже 4-й год идет набор вот именно людей с проблемами зрения, чтобы им было предоставлено такое специализированное обучение, и где преподаются такие специальные методики, можно сказать. Я недавно поднимала тему у себя в Инстаграме, у меня даже был один отклик одного бизнесмена, который сказал, что ему это интересно. Подняла вопрос в таком ключе. Почему мы должны привозить иностранцев к себе и предоставлять им рабочее место именно массажа? Потому что, чтобы получить массаж, надо записаться за 2 недели вперед. Вы представляете, нет мест. Все хотят релакса, да, какого-то расслабления, потому что тело, оно становится твердым из-за стресса, да? Вот. Почему? И даже в Китае есть город, который чисто занимается массажем слепых. Там вот сколько людей, они трудоустроены. Почему мы не можем здесь сделать такое? Я слышала, что да, в Китае, в Корее вот именно очень развит массаж для людей вот с нарушением зрения. Ну, на наши условия это, наверное, стоит попробовать как-то. Начать как думаешь, если вот, допустим, какой-нибудь бизнесмен начнет эту тему развивать, он найдет людей, которые захотят работать в этой сфере? Конечно. Сколько их будет? Ну вот почти 4 года, которые набрали, вот некоторые уже самостоятельно уже открывают себе массажные кабинеты. Ну и будущее поколение будут, если будут приходить. То есть желающие... Если они найдут
как сказать, ответ на тот вопрос, смогу ли я устроиться и найдет ли это отклик в обществе, то, конечно, подтянутся будущие. Значит, ты себя видишь на историческом факультете? Да. Я, к сожалению, не могу с точностью сказать, кем я себя вижу, но я пока, можно сказать, на стадии поиска себя. Ну, 23 года это как-то нормально считается в этом возрасте. Хорошо, я подготовила вопросы, давай на них ответим. В какой степени ты незрячая и почему так сложилось? В какой степени я незрячая? Ну, я, по сути, вижу с очень близкого расстояния цветовой спектр, могу различать, огромные большие силуэты такие контрастные, да, допустим, проем двери, окон, света, ну и такие большие, более такие крупные объекты в быту. А так читать, писать, ну и ориентироваться в незнакомом пространстве, это для меня немного сложновато. Почему? С рождения. С рождения, да, с рождения. Как бы ухудшается или улучшается? Находится на одном уровне, можно сказать. Ну, не хуже, не лучше. Конечно, есть немножко сдвиги, конечно, в худшую сторону, но это все равно на том же уровне. Что для тебя означает слово «красота»? Красота. До тебя мужчины, дедушки, парни не смогли на это ответить. Ну, красота, наверное, гармония визуального и внутреннего. То есть это отражение в чем? Внутреннего, визуального, и внешнего, и внутреннего. Ну, когда природа к этому располагает, допустим, деревья тоже. Закат как-то ассоциирую с лесом, допустим, да, это не просто вот пустыня и закат. Хотя есть такое понятие, наверное, но почему-то у меня в голове складывается такая картина, что закат обязательно должен быть с деревьями или с кусочком леса. Вот ты родилась же уже, да, со слабым зрением, да. Ну, вот плохо видишь, практически вообще не видишь, да? Вот как ты представляешь закат? Вот ты говоришь, красота — это закат, это лес. Вот как ты видишь? Ты же только в описании это видишь. Тебе кто описывал? Или все-таки внутреннее представление, оно есть? Ну, закат я могу воспринимать только вот то, что солнце, да, а вот всю окружающую панораму, то, к сожалению, нет. Допустим, заходящие лучи солнца я смогу посмотреть. То есть вот яркие какие-то краски да. ты видишь, да? Такие оранжевые, насыщенные. А вот как оно отражается, допустим, в воде, как оно это вписывается в окружающий, вот, ну, вот даже кусочек леса, озера, вот в это, конечно, мне недоступно, и приходится как-то представлять, дополнять, возможно. Опиши себя, как ты выглядишь, как ты себя представляешь. Ну, ты высокая. Ну да. Выше среднего. Выше среднего. Не сказала бы, что выше, но среднего, как обычно. Ну, я, значит, маленькая очень. Ладно. Ты выше, ты метр под 70 же, да? Так, 68 да. или 9, ну где-то так, плюс-минус. Длинные дальше. волосы черные. Длинные черные волосы. Ну, внешность стандартная, азиатская, саха. А характер? Ладно, внешний, внутренний. Характер, характер, как сказать, своеобразный, наверное. Когда как. Как вы представляете других людей? Например, меня. У вас же, ну просто хочу пример сказать, да, к вопросу. Вот я вижу Бориса, я примерно понимаю, да, он такой-то, такой-то, такой-то. По его лицу я могу сказать, что он добрый. Как бы, знаешь, это вот практика общения с людьми, он мне показывает визуальная. Потом Иннокентий Павлович сказал, что он определяет характер по голосу, понимаешь? Тембр голоса. Тембр голоса, да. Вот. Тембр. И поэтому возникает такой вопрос, как ты представляешь людей? Ну да, мне тоже помогает отчасти тембр, ну и интонации помогают в голосе, какие-то нотки голоса, да. И, ну вот именно, конечно же, вот сходу определить человека невозможно, это только в процессе диалога.
То есть в ходе общения определяется по тембру, да? Да, в ходе общения. Допустим, если идет на улице человек, допустим, и обращается не ко мне, обращается к другому человеку, можно, конечно, понять по тембру, о, какой он взволнован или какой он добрый, да, допустим. А в диалоге со мной, наверное, может быть более по-другому, и все-таки эффективно, наверное, будет хотя бы короткий, но более-менее такой диалог. Так, мне сказали, что ты очень классно читаешь по методу Брайля и завоевываешь какие-то места. Ну, у нас очень часто проходят конкурсы по чтению у нас здесь в библиотеке. И то есть в год они бывают раз, дважды, трижды вроде бы, да, и да, занимаю места первое, второе. Как вы выбираете одежду, что надеть? Мне помогает сестра. Старшая? Младшая, как ни странно. Сколько лет? Ей 19 лет. Вы как сестры, наверное, вообще близкие-близкие. Да, не как сестра, ну, точно то есть сестра. сестры как подруги. Ну да. Ага. Вот, по крайней мере, по каким-то штучкам девичьим, это точно. Нам одежда, украшения, техника, телефоны, вот это все. Сахай старше меня на 5 лет, и мы с детства очень дружные, всегда играли вместе, ходили в кино, в театры, все свободное время проводили вместе. Мне нравится ее трудоспособность, целеустремленность, как она всегда выполняет на все 100%. Если в трудности в общении с сестрой с ограниченными возможностями, совсем нет. Она же такой человек, как и мы, и в общении совсем нет никаких трудностей. Бывает, что я подскажу когда-нибудь в каких-то случаях, посоветуется она со мной. Из нас, наверное, серьезнее Сахая, с чувством юмора, скорее всего, я. Да, мы обсуждаем про парней. Бывает, что вечерами мы сидим с кружкой чая и обсуждаем про парней, рассказываем истории о них какие-то, дискутируем и так далее. Ну, как все девочки. Так как мы одногруппницы, мы, конечно же, познакомились в начале учебного процесса, но близко общаться мы начали гораздо позже, да, когда начали жить вместе. Но мы, конечно же, позже вспоминали про первое впечатление, каким оно было, но с уверенностью могу сказать, что Сахай этот день помнит лучше меня. Но так, когда я впервые увидела ее, я, конечно же, подумала, вау, какая она молодец, что поступила и будет учиться вместе с нами, и подумала, ей будет трудно. Но при разговоре я поняла, что она такая, знаете, простая девчонка, с которой можно поговорить налегке, да. То есть она мне этим и понравилась. Какие качества тебе больше нравятся в Сахае? В первую очередь это усердие. Усердие, потому что я видела и помню, как она готовилась к семинарским занятиям, как готовилась к экзаменам, доходила до того, что она готовилась до ночи, потому что поиск информации, да и вообще источников для людей с ограниченными возможностями, особенно для незрячих людей, их мало, как, наверное, вы все знаете, да? Поэтому поиск информации, да даже в интернете поискать, конечно, для Сахая это занимало в 2 раза больше времени, даже, а то и в 3 раза больше времени, чем для нас, которые можем быстренько поискать и выписать все такого. Мне также в Сахае нравятся такие качества, как ум и мудрость, потому что было очень много моментов, когда Сахая мне помогала, что морально, материально даже бывает, и, конечно же, по учебе она мне помогала. Нам было легко, потому что, допустим, какая-то тема для разговора, и у нас не один взгляд на эту тему. Поэтому было очень легко найти общий язык с ней. Также мне нравится в Сахае любознательность, потому что она всегда ищет, всегда находит, и она любит узнавать что-то новое, не стесняется спрашивать, и это здорово. И, конечно же,
качество друга. Она очень хороший друг, который может тебя выслушать, дать совет, никогда не будет критиковать, это точно, это мне вообще очень нравится в Сахае. Что бы я ни говорила, типа, я хочу то сделать, хочу это сделать, она всегда скажет: давай, Лиля, это здорово, таких людей надо ценить, и поэтому с ней очень легко. И таким хорошим друзьям хочется помогать безвозмездно, да? Сахае нравится прежде всего ее целеустремленность, что она всегда выполнит на все 100%, я это все знаю. Никогда не сдастся, выполнит все свои поставленные цели. Я бы не изменила в ней никаких качеств, потому что мы ее любим, какой она есть. Как бы банально это ни звучало, возможно, стать более уверенным, да, более увереннее в себе, но в принципе я бы не сказала, что Сахая очень уверенный в себе человек. Бывают такие моменты, да, когда не можешь решиться, наверное. Но с одной стороны я не хочу приписывать это к людям с ограниченными возможностями или к Сахае, да, потому что каждый человек индивидуален, несмотря ни на что. Так что да, так что буду советовать всем людям, будьте увереннее в себе и все такое. Далее, не нервничать, это касается, наверное, Сахая нас двоих, да, потому что иногда мы вместе сидим в комнате и из-за чего-то можем так нервничать и злиться, это в шутку. То, что я могу ей раскрыться, она может мне раскрыться, мы можем с легкостью друг с другом поделиться нашими переживаниями, не боясь осуждения. Мы поддерживаем, даем совет друг другу, и поэтому эти 4 года прошли, так скажем, легко. Мне с ней было легко. Да, это лучший сосед. У нас даже появились за эти 4 года такие свои шуточки, которые поймем только мы, да, Сахая, а другие не понимают. Я очень скучаю по тем временам. Расскажи про свой распорядок дня, как он сложен с самого утра, когда ты встаешь. В основном до обеда у нас учеба проходит. После обеда я иду на тренировки по легкой атлетике. О, еще и легкой атлетикой занимаешься? Да. Там же? Не-не-не. Это при Центре адаптивной физической культуры, но объект у нас меняется частенько. То есть это Триумф, стадион Туймада, Самородки можем самому. Как вы со всеми бегаете или вам определенное время отводится? У нас есть свой тренер, который помогает нам, говорит, сколько кругов нам бегать, который регулирует наш процесс. И у нас, обычно это с 4 часов дня. Любимое блюдо и почему описать? Первое, что приходит в голову, это крабовый салат почему-то. Первая ассоциация. Хотя есть, наверное. Описать, как это описать? Смотри, вам же вкусовое нравится больше же. Вы же не зрительский его любите. Да. И как раз таки хотела сказать, может, да, крабовый салат, зрительски, наверное, выглядит как-то, как обычно, да, наверное? Да. Он же не выглядит как, допустим, там красивые, как сказать. Цезарь. Цезарь, именно конкретно расположенные, да, какие-то роллы, может, красивые. Любимый фильм, любимый цвет. Любимый цвет. В последнее время мне нравится почему-то зеленый и его оттенки. Какие-то морской волны. И из фильма, допустим, то, что вспоминается, это фильм «Мгла», вроде бы, про Стивена Кинга. Жестко. Да. Вспомни самую опасную ситуацию, в которой вы оказывались из-за проблемы со зрением. Были такие? Это частенько, допустим, наткнуться на автобус, когда проходит последние секунды светофора. Это как бы же бытовуха. Да? Да. То есть там типа автобус стоит на светофоре? Не то, что стоит, а уже начинает свое движение, и ты трость может наткнуться на его колеса и прогнуться. Очень даже хорошо прогнуться. Да, по-моему, это часто случается. Это часто. И люди особо не замечают же, да, оказывается.
Ну, да, в час пик очень бывает сложновато, люди очень сами спешат, ну, я как бы сама спешу, и бывает, да, немного напряжно. Какую музыку слушаешь? Музыку пытаюсь слушать, не заостряться на конкретном жанре, ну, рок, поп. В последнее время из якутской эстрады. Более-менее начала слушать последние годы. Хорошо. Рок мне тоже нравится. Так. Последний вопрос. Мы задаем им всем. Если ты сможешь видеть, прежде всего, в первую очередь, увидела бы, продолжи. Увидела бы город. Я бы пошла пешком и прошлась по городу. Посмотреть вообще, Да. где живешь, да. Я как бы примерно представляю, там, что ну, пешком можно пройтись от площади Орджоникидзе до площади Ленина и так далее, выйти к студгородку, но хочу это все самой визуально, ну, каждой тропы, на которые я, возможно, когда-то натыкалась на каком-то светофоре, возможно, не могла найти дорогу, ну, и, в общем, проверить. Просто мне на самом деле сложно было разговаривать с парнями, да, потому что Валера 39, он супер стеснительный, Илья, он супер молодой, да, ему 16 лет, ну и Иннокентий Павлович уже такой в возрасте, В возрасте. да? 60 лет? 60, ну под 70, по-моему, 69. Вообще сам ходит. А вот ты моя ровесница, мы с одного поколения, да, 90-е, 2000-е, поэтому у меня к тебе очень много вопросов, тем более ты еще девушка, да, и мне легче вот с тобой будет поговорить по внутренним ощущениям, более глубокий вопрос. Вот расскажи, насколько сложно, ты же все понимаешь, ты же уже не маленькая и не взрослая девушка, я хочу вот тебе задать очень такие вопросы. Как сложно жить, вот не видя все, что происходит рядом? Я хочу, чтобы услышали люди, те, которые есть глаза, есть возможности, а они еще успевают жаловаться там на свою судьбу, да, что они ничего не могут сделать. Многие такие отчаиваются. И вот поэтому вот расскажи мне, насколько сложно или вообще вот для тебя это нормально может быть? Если с рождения, на самом деле, если честно, все уже нормально. Единственное, что вызывает затруднения, это условия в транспорте, условия на дорогах, какие-то вот такие, как сказать, более-менее такие решаемые проблемы. А вообще, если с детства это все как бы с рождения, ну, лично я привыкла. Но главное, чтобы были близкие люди, наверное, которые более, не скажу, что помогали, это очень грубо будет звучать, но были поддержкой, наверное, были рядом. Вот. И в нужную минуту, наверное, как-то помогли советом хотя бы. А так, конечно, привыкнуть можно ко всему. Не то, что привыкнуть, это как бы с рождения идет, и нет такого понятия даже привыкнуть. Это как, рождаемся с 5 пальцами на руках, на ногах. Это как бы все норм. А ты задавала себе вопрос, почему именно ты? Вот. Это было в каких-то, наверное, подростковых таких отчаявшихся минутах в моей жизни, на эмоциях, можно сказать. Ну, невозможно ответить, типа, почему именно ты? Ну, а как ты тогда ответила и оставила этот вопрос позади? Или ты впихнула это все возраст подростковый? Типа, пришли эти вопросы подростковым, пусть и все подростковое. Нет, я до сих пор сейчас не знаю, это как бы аномалия развития, то есть тут нет каких-то конкретных причин, допустим. Это как бы не травма какая-то родовая, это не из-за болезни, допустим. То есть все было хорошо, не было таких стечение обстоятельств, что могло бы этому случиться. Ну, тебе 23, ты уже девушка, да, ты взрослая, скоро институт заканчиваешь. Как вот ты по плану, каждая же девушка мечтает о семье, у нас заложено это, да? Как у всех заложено. Вот как ты думаешь, где твой суженый, ряженый? Где он ходит, да? Где я он сама ходит? не знаю. И вот
именно 2 года назад я до этого вообще конкретно нет, замуж вообще как бы не надо, зачем все это, тем более незрячему человеку это сложно. Я вообще так высказывалась на самом деле. Но вот резко 2 года назад, или даже меньше примерно, наоборот, появляется какой-то, не страх, а какой-то такой, такие думы, мысли, да, что, чтобы не остаться как бы одинокой на всю жизнь. Конечно, наверное, это какие-то вот в девушках заложено, чтобы завести семью, там, обустроить свой уголок, там, обустроить по-своему, как бы гнездышко свить, что ли, если так более. Значит, возраст пришел, уже мысли хотя бы в голову посещали, а то раньше вообще, да? Да, это было очень да? радикально, даже сейчас думаю, что такое. Ну, если мысль пришла в голову, то и скоро будут какие-то действия. Да. Какую картину мы будем писать? Картину писать. На самом деле это у меня впервые тем более маслом таких масштабов, да. В детстве я на самом деле рисовала акварелью, пробовалась, насколько это позволяло зрение. Допустим, сесть у окна на альбомном листочке там рисовать. В основном я придумала себе в детстве сказку, рассказ, и потом его рассказывала вот семье, как семейный концерт мы устраивали с сестрой, и там еще со старшей сестрой, которая была в то время, моя ровесница почти. И в то время я рисовала в основном животных. А сейчас что будем рисовать, это, если попробовать закат, как бы, не знаю, что получится, конечно. Круто, крутая идея. Попробовать хотя бы что-то, не просто закат, а закат Твое внутреннее представление у чего-то. Закате. Да. Потому что, почему этот проект, да? Мы, во-первых, показываем ваш внутренний мир, ваше внутреннее представление о мире. Угу. Все закаты, грубо говоря, видят, да? Одинаковые. Одинаковые, да. А твой внутренний закат, он будет отличаться. Угу. И поэтому не стесняйся, как ты его видишь, прям детально внутри прорабатывай, и мы полностью покажем на холсте уже тогда. Угу. Ну что, приступаем к закату? Давай. Есть ли трудности общения с людьми с ограниченными возможностями? Если думала над этим вопросом, и вообще ничего в голову не пришло, потому что трудностей нет, да, трудностей нет. Почему? Если человек хороший, если человек такой открытый, если с человеком у вас одно увлечение, один интерес, и вы с ним можете легко найти общий язык, то в общении никаких проблем не должно возникать. В чем отличие общения с людьми с ограниченными возможностями? Тут, наверное, вы имели в виду от здоровых людей, типа такого, да? Тут тоже я думала, особых больших отличий тоже я не вижу никаких, опять же, по интересам Хаятаха. Но, в частности, вот если с Сахаей пример привести, то помню, как в начале нашего общения я там что-то там молодежное, в начале нашего общения я какие-то вот молодежные сленги, может, использовала, какие-то вот вокальные шуточки, да, то Сахая у меня такая спрашивала, это что такое, типа, что это означает, типа такого. Я ей объясняла, и она такая говорила, я, оказывается, многого не знаю, типа такого. Но, да, такое бывает, но, опять же, я не хочу это примазывать. Я не хочу это относить к людям с ограниченными возможностями, потому что каждый человек разный, и у каждого разные интересы. Вот. Отличается ли Сахая от других твоих подруг? Абсолютно нет. Потому что с моими друзьями, со всеми у нас общий интерес, один интерес, поэтому абсолютно ничем не отличается. Кроме что, когда мы ходим, мы держимся за ручки, но это так.
Ну вот, прожив 4 года с Сахаей, да, я очень много узнала о мире незрячих людей, как раньше я вот не сталкивалась в жизни. Конечно же, раньше были какие-то вот стереотипы, да, касательно незрячих людей, но после знакомства с Сахаей это все рассеялось, так что теперь у меня совсем другой взгляд на это, поэтому людям я хочу пожелать. Ну, также вот хочу отметить, что я узнала очень много интересных фактов, то, что мне Сахая рассказывала. Совет, как строить отношения с людьми с ограниченными возможностями, нужно быть более чуткими, доброжелательными и стараться помогать им, потому что им сложно, бывает, что нужна им наша помощь. Да, многие сторонятся людей с ограниченными возможностями на улице, и это очень печально. Наоборот, нужно быть отзывчивым, помогать. Наверное, где-то в каких-то моментах спросить у них, может помочь им, может нужна им какая-то помощь. О проекте «Я вижу сердцем». Это очень интересный проект, ведь мы не знаем, как люди без зрения смотрят на наш мир, и именно с этим проектом мы чуточку узнаем, как они видят наш мир. Пожелала бы вам здоровья, счастья в этот карантин. Я бы пожелала, конечно же, здоровья, не болейте и верьте в чудо и будьте дружелюбными. Эй, у нас сегодня последний день. Мы писали всего 4 дня где-то по 2 часа. Угу. Мы завершили нашу живопись. Давайте похлопаем друг друга. У Сахаи появилась живопись «Первое масло» под названием... Да, под названием «Летний закат». Пока так, рабочее название. Опиши свою картину, почему именно она такая появилась, почему использовала такие цвета, что за образы какие-то внизу волнообразные шрифты. Расскажи и опиши, что на этой картине. На этой картине на первом плане мы сакцентировали на солнце, заходящем солнце. То есть это 6 послойных вот таких переходов оттенков от желтого до чуть ли не бордового, фиолетового и с постепенным плавным переходом на цвет неба. Вот. Вот задумка такова, что как бы солнце в середине такое насыщенное, и вот по краям оно перетекает в такие оттенки. Вот в предвечерний закат бывают же такие минуты, когда солнце отбрасывает такие интересные лучи, что даже на облака передается вот такая солнечные блики лучей. И вот эти желтые, как сказать, лучи мы постарались изобразить на облаках и озолотили, можно сказать, верхушку виднеющегося леса и травы, да? Да. На траве тоже есть. И в отражающемся солнце в озере. То есть под солнцем у нас есть озеро, в котором отражается заходящее солнце. Почему вот. она белая? Белая, потому Почему что... ты оставила белый, и не просто белый, а еще и холстом, то есть он не тронутый материал? То есть холст, он не закрашен белым, как, допустим, облака, да? Облака мы закрасили, наверное, для того, чтобы он был более пушистым, объемным, таким, как сказать, чтобы более мягким был виден. А вот на озере, наверное, вода это более такое холодная материя, в котором солнце такое, да, такое яркое, насыщенное, чуть ли не 5-6 оттенков. Вода такая материя, на мой взгляд, что вот такие разнообразные оттенки отражаются в нем как ярким, таким хладнокровным белым цветом. Угу. Тут у нас появилась вот такая вот полоса желтая. Это у нас трава, и хочу сказать, напомнить о том, что солнце, облака и всю композицию, которая здесь изображена, Сахая изобразила сама карандашом. Да, это было для меня очень-очень как... поначалу... Ты сопротивлялась поначалу. Да, сложно.
Это же отнекивалась, наверное, да? Да, ты сказала, нет. Зачем? А потом взяла карандаш, и вот такая вот интересная появилась форма солнца, форма облаков, форма деревьев и форма травы. Вот траву Да. тоже сама же, кисточку тоже отрекалась, нет, а потом как за секунду я не успела. Ну, с кисточкой скорее не сколько сложно, а с кисточкой надо аккуратнее, наверное. Вот если с карандашом можно как-то фиксировать точку начала прочерчивания и конца, то с кисточкой тут надо как-то более аккуратно и более, как сказать, подходить творчески, а с карандашом более технично. Ну, как сказать, достаточно интересно мне показалось карандашом. Я в детстве акварелью рисовала, в детстве. Вот То есть вспомнила. опыт есть. с Опыт есть, кисточкой. да. Кто тут изображен и кто бежит к компании четвертый, радостный такой, прям бежит Мгм. скоростью или быстрой ходьбой? Ну вот у нас озеро, потом 4 людей. Но я конкретно в этих четверых никого не вкладывала, конкретный смысл каждого. Но это люди, одним словом, это явно видно, что это единомышленники. То есть это видно потому, как четвертый к ним спешит. То есть они спешат что-то обсудить. И у них есть задумка как бы на будущее, да, их что-то связывает. Закат — это как бы в то же время и конец. Ну, это не конец, это как бы круговорот непрерывного, да, закат, а утром будет рассвет. То есть это у них будет, наверное, продолжаться. Вот они что-то остановились, наверное, предвечерний закат, полюбоваться. Что за домик? Почему круглые окна? И такая крыша расплющенная. Это же вот ты сказала. Да-да-да. именно этот домик. Мгм. Такой. Ну, в детстве я помню себя, как я рисовала домики обычно, да, это был квадрат такой, квадрат, да, без пометин каких-то там брусьев, бревен, да, просто квадрат закрашенный. И на нем вот такой обычный, вот под 90 градусов прямоугольный треугольник, обычный вот такой. Ну, я с возрастом начала примерно понимать, что крыши не такие, как бы, прям не такой острый треугольник. Мгм. Ну и как бы, ну я и до сих пор не знаю в полной мере, как выглядит крыша, но почему-то решила. И мне кажется, что крыши более такие сплющенные или нет. Но в любом случае это как бы мое видение. А насчет круглого окна это вообще импровизация. Я на самом деле знаю, что нужно было сделать как-то квадратным, прямоугольным, створки можно было, ну как-то рука сама пошла. Как бы, ну, дом сам продиктовал, что ли, или как? Хочу быть с круглыми Окнами, да. Ну, почему бы и нет, да? Ну да. Почему? Любой каприз за ваше имя. Каждый себе может позволить. Ой, не говори. Так, ну теперь в целом. Наш проект «Я вижу сердцем». Вы 5-я участница. Еще у нас впереди... 4-я же, да? 4-я. Да, 4-я участница. Уже 4 картины, еще осталось 3 картины. У нас будет итого 7 картин. И мы организуем первую международную выставку слепых, которые нарисовали маслом самостоятельно свои картины. Не пропустите эту выставку, дорогие. Да, жду. Да, жители, Предвкушаю. гости столицы Республики Саха-Якутия. Обязательно пригласим. Теперь свое передай нашим зрителям все, что ты хочешь, вот прям из сердца. Может быть, это не связано будет с этим проектом. Вот прям все, что захочешь, то и скажи. Мы хотим тебя услышать, твой посыл. Так, ну вот я вообще, когда впервые услышала о том, что намечается такой вот проект, зарождается, да, я сначала даже как-то подумала, как это рисовать маслом, что вообще, да, как бы не знала, да, мне позвонили и сказали, ну сможешь ли ты? Я сказала, прийти-то смогу прийти. А вот что из этого получится, она сказала, ну что ты, давай, не переживай, приходи, попробуй. Девушка такая творческая, вот она приходила в октябре, да, вроде, на встречу к читателям, рассказывать про путешествия. В общем, такая библиотека рассказывает. Она вообще такая творческая, ты не поверишь, в общем, она точно вот сотворит, и вот 3 человека уже нарисовала. Я-то подумала, я первая, как были. Вот и думаю, да. Но вообще мои размышления об этой выставке вообще
С каждым днем я более уже визуализирую, как это будет. Потому что вот от дня, когда я взяла вот еле-еле карандаш и прочертила вот эти, как сказать, волны, изображающие траву, да, от того дня, когда вот сейчас краска сейчас высыхает, ну, да, очень хорошая задумка. И спасибо тебе, что ты вот на это додумалась, во-первых, и не побоялась реализовать, выйти. Ну, это же, конечно, не просто так взял и позвонил: здравствуйте, я к вам завтра приеду, давайте будем рисовать. Да. Это долгий процесс, наверное, размышления. А так, да, я хотела бы, чтобы презентация прошла очень даже хорошо. А так, от себя, если передать, то живопись, на самом деле, да, в ней нет каких-то правильных углов, в ней нет каких-то стандартов. Живопись такова, какой мы ее видим, представляем и ощущаем. Ну, ощущаем в том числе и мы. Вот 7 участников. Еще сколько это? 3, да? Еще Вот 3 как они? Вообще интересно. 3 будут, еще пока неизвестно, кто следующий, но будет женщина уже пожилого возраста, которая родилась и не видела совершенно вообще ничего. И будут еще 2 детишек, которые тоже родились. Они родились уже незрячими, и хочется вот уже с детишками поработать. Да. Мне самой интересно, как. Мне интересно послушать их. Как они видят, Да. да, что они хотят изобразить и показать. Я вчера услышала очень интересную такую про живопись. Живопись, она очень глубинная. У живописи нет границ. И поэтому можно делать все, что с ней хочется, да, изображать все, что хочется. Нету рамок дозволенного. И раньше ученых называли: ученые — это талантливые люди. Сейчас талантливых людей называют ученых. Поэтому мы в какой-то степени немножко ученые, мы делаем это. Здесь и психология есть, и передача, и взаимопонимание, да, какое-то, и искусство. Все в одном мы вот так вот берем, соединяем и вам показываем. Да. Сахая, спасибо тебе большое, что приняла участие. Ты очень девушка смелая, несмотря на все свои вот такие вот преграды. Ты идешь прям напролом. Я вижу, как ты быстро спускаешься по лестнице, берешь тросточку, сама заказываешь такси, потом говорю: изобрази траву, ты вроде бы отрицаешь, а потом берешь карандаш и быстро все. Это вот очень классное качество. Развивайся во всех направлениях, ничего не бойся. Жизнь прекрасна, жизнь будет открывать тебе вот с таким характером вольным, да, и дружелюбным, открытым. Он будет тебе открывать самые прекрасные двери твоей судьбы. Спасибо. Вот, такое пожелание. Встретимся на следующей неделе, в следующем выпуске. До скорой встречи. Пока-пока. Пока. Пока.